Встречать прямо в аэропорту одного из двух братьев Халмурзаевых с очередным спортивным триумфом в Ингушетии уже становится традицией. Друзья, родственники, тренеры и просто жители республики, радующиеся достижениям своих земляков, собрались у здания аэропорта. Каждой новой награде здесь рады как своей, ведь действительно для жителей Ингушетии братья Халмурзаевы уже давно стали родными. Ребята хорошо тренировались, хотелось бы поблагодарить его тренеров и их лично. Хороший результат для нашей республики, для России. Там третье место. Ахай Магушков Муса второй. Республика Чуахамдес. Реал Реасхал тренер Мастина Далси Долд Исраила Юнуза Ухшамел Винчо. Подготовлен он был, я считаю, отлично. Я смотрел все его схватки, он очень был готов. А так Хусейн был достоин, конечно, золотой медали. Ну ничего, я думаю, все у него еще впереди. Самой интересной и одновременно самой сложной, признаются и тренеры, и сам спортсмен, выдалась первая схватка. Испанец был противником, не сказать, что неудобным, но о нем просто мало что знали. Поэтому схватка прошла в хорошем русле для Хусейна, но заставила понервничать. С первой схватки у меня соперники были очень тяжелые, и надо было на каждого настраиваться очень сильно и ставить такую тактику, которую будет успешно. Рад тому, что взял медаль, но непосредственно была цель выиграть, стать чемпионом Европы, и такую задачу я ставил. Но, как мы увидели, алхамдулилля, для меня предопределение было стать бронзовым призером, и я этим довольствуюсь. На прошедшем чемпионате Европы у наших спортсменов были хорошие шансы сорвать награды высшей пробы. Муса Магушков 2 схватки завершил досрочно, уступив в финале спортсмену из Азербайджана. Хусейн же начал день с победы в поединке с дважды вице-чемпионом юниорского мира Николасом Шеразидишвили из Испании. Далее выиграл схватки с поляком Петром Кучерой и грузинским дзюдоистом Бекой Гвинеашвили. В полуфинале ингушский дзюдоист дополнительное время проиграл борцу из Франции Акселю Клерже, а в поединке за 3-е место одержал победу над белорусом Егором Воропаевым. Вы все следили, как схватка за схватку он побеждал, и можете дать тоже такую же оценку, как за выход в финал. По причине судейства он не попал в финал и мог достать более высокую награду, скажем так, золотую. И он был готов к этому результату. На этом чемпионате Европы сборная России завоевала 11 призовых мест. Большой вклад своими победами внесли и наши земляки. Сам Хусейн признается, готовился к схваткам очень серьезно и результатом своим в целом доволен. Достижениям Хусейна и Мусы рады как в Ингушетии, так и за ее пределами. Доказательства тому такие встречи. Ради такой поддержки стоит выкладываться на все 100 в каждой схватке, отмечает спортсмен. Больше, чем за свой, Хусейн радуется за успех Мусы Магушкова. Если бы не ошибка в финале, награда у Мусы вполне могла оказаться высшей пробы. Я, честно говоря, думал, что он станет чемпионом Европы, потому что он выиграл таких именитых спортсменов, которые являлись призерами Олимпиады. И израильтянин был тоже хороший, который в полуфинале он выиграл. Но он выиграл их всех в финале, может, какие-то ошибки допустил, но не смог переиграть, но общем выступление его было очень хорошее, и он сам довольствовался тем, что он как выступил. И непосредственно я не сомневаюсь, что он на чемпионате мира покажет такой же и даже лучший результат. Впереди у братьев Халмурзаевых еще новые непокоренные вершины. Совсем скоро пройдет Кубок мира, на который они надеются попасть. Но тренироваться для этого нужно в усиленном режиме. А как раз такой стиль подготовки братьям больше всего и подходит. Поэтому в скором времени вполне возможно, что в аэропорту Магас снова соберутся встречать Халмурзаевых. Но уже не поодиночку, а в победном дуэте. Тамерлан Хамхоев, Магомед Русханов, Новости 24.